Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что отведут от вас высшие силы и что дадут, либо чем помогут вам высшие силы. Загадайте, пожалуйста, на себя мысленно, либо вслух задайте этот вопрос. Что отведут и что дадут мне высшие силы? И также загадайте, пожалуйста, свой срок. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ага, красиво. Так, смотрите, правая сторона — это то, что будет вам дано, подарено, и левая — это то, что отведут, чего не допустят высшие силы. Ну, давайте, наверное, начнем с левой стороны. Так, ну, судя по вот этой картинке, здесь женщина боится остаться одна. Ну, либо мужчина боится остаться один. Вы знаете, как в жизни, да, человек остается один, никого рядом нет. Видно, это какой-то ваш страх, да, страх одиночества. Либо страх того, что вы, например, расстанетесь с любимым человеком, что вот дети вырастут, разъедутся. Либо, не дай бог, что-то случится с близким человеком. Вот я останусь один, либо одна. Здесь вам четко показали, что рядом с вами будет все равно вот какой-то очень добрый, заботливый человек. Не допустит высшие силы для вас вот такого тотального одиночества. Может быть, вы сейчас переживаете, что вы расстанетесь, да, там, разведетесь, может быть, отношения у вас в семье не ладятся, либо нет контакта с подросшими детьми. Но четко показали, что нет, в одиночестве вы не будете. От вас это одиночество и даже страх этого одиночества от вас отведут. Еще кто-то из вас очень сильно боится бедности. Не просто бедности, да, когда у вас мало денег, а когда прям совсем денег нет. Да, когда человек вот с протянутой рукой должен, ну, грубо говоря, ходить и побираться. Опять же, может быть, это лежит в зоне ваших страхов, да, в плоскости ваших страхов. Здесь тоже показывает, что этого с вами не будет. Не будет. Я вот вижу, что вы очень скромный человек. Вы даже в самой серьезной нужде стесняетесь пойти попросить помощи. Высшие силы это тоже знают. И вот они говорят: мы знаем, что ты скромна, либо скромен. Тебе не грозит бедность, тебе не грозит такое разорение, потому что мы всегда будем тебе свыше давать. Либо посылать людей, которые от нас будут тебе помогать. Вот, чтобы вы тут сильно не боялись. Так, еще. Здесь вот четко показали, что отведут от вас очень нехорошего человека. Особенно это отыграется в любви, в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Мужчина и женщина, вот слушайте внимательно, это касается как и мужчин, так и женщин. Вижу рядом с вами такое коварное чудовище, которое одето в костюм очень красивого, милого и доброго человека, да? Но по факту это чудовище, которое маскируется. Вижу, что здесь как ситуация симпатии, либо ну, даже какая-то легкая влюбленность присутствует. Но высшие силы-то ведь видят, что это замаскированное чудовище, и это чудовище просто вот изгонят из вашей жизни, отгонят от вас и не допустят, чтобы вы влюбились в этого человека, либо испортили свою жизнь рядом с этим человеком. Вернее, даже не человеком, чудовищем. Здесь вот очень четко показывают обстоятельства непреодолимой силы. Что это может быть?
Человек может уехать, не вернуться. Человека могут, ну, не знаю, куда-то забрать, арестовать. И вплоть до того, что человек может, ну, допустим, да, попасть в какую-то очень неприятную историю с нехорошим исходом. Ну, либо летальным исходом. Давайте уже будем говорить так. Здесь идет четкий разрыв, причем резкий, одномоментный, чтобы вы не пугались, чтобы вы не страдали и не думали на свой счет. Здесь четко этого человека отгоняют от вас высшие силы. Они не допустят, чтобы вы стали жертвой этого чудовища, либо пострадали от этого человека. Здесь явно человек очень опасный, знаете, человек, который может что угодно сделать, что угодно, и даже жизни лишить может. Высшие силы не допустят, чтобы вы были вместе, чтобы вас этот человек травмировал, не дай бог, либо еще что хуже с вами сделал. Здесь вот четко будет мгновенный разрыв. Таким образом сложатся обстоятельства, что вы вот в один момент просто раз и разойдетесь, и больше никогда не увидитесь. Вот человек очень негативный, но носит вот эту маску, этот костюмчик, притворяется добрым, хорошим и, возможно, да, красиво умеет ухаживать, умеет найти подход, умеет в себя влюбить. Опять же, сладкие речи, там, невероятные обещания. Ну, такой, знаете, матерый в этом плане. Да? Вот, вы плохого не думайте, только хорошее здесь. Вас берегут, оберегают от всяких таких неприятных чудовищ. Понятно, что это сложно принять, особенно если человек очень нравится и внешне, и, может быть, вот хороший образ жизни. Да, рассказал там во всяких сказках, и вы верите, что вот он респектабельный, симпатичный, там, красиво ухаживает. Потом раз и пропал человек. И вы ходите и страдаете, и думаете: ой, куда это он пропал? Может быть, он от меня убежал? Вот нет, это высшие силы отведут. Отведут, чтобы вам этот человек не навредил. Может быть, садист какой-то, либо маньяк этот человек, да, при этом выглядит очень прилично. Кстати, самые страшные маньяки, они всегда вот такие респектабельные, спокойные, и никто ничего плохого о них не мог сказать. А вот они были маньяки. Вот и у вас похожая ситуация. Смотрите, еще у кого-то из вас отыграется, как вас куда-то не пустят. Отведут от вас какую-то аварию, катастрофу, что-то такое, знаете, страшное, ужасное, и то, что может повредить, опять же, вашей жизни, вашему здоровью. Здесь как опоздать куда-то, либо невозможность куда-то добраться. Да? Может быть, вы куда-то будете спешить ехать, да, не успеете на транспорт. Либо вас не пустят на самолет, либо, не знаю, там, паспорт куда-нибудь заденется, и вы просто не сможете поехать. Здесь четко показали: не допустят страшного с вами, не допустят. Вот вы можете обижаться на судьбу, можете обижаться на высшие силы, потому что вижу, что вам будет очень желанна эта поездка, либо желанно куда-то добраться, но они тоже не пустят. Не пустят только лишь по той причине, что хотят вас сберечь, уберечь. Вот на высших не обижайтесь, ну и на себя тоже не грешите. Так, еще я вижу ситуацию, когда это, опять же, не для всех, для кого-то идет. Кто-то решит воспользоваться магией. Я много раз говорила, что в магии ничего хорошего нет. Ничего нет. И никого магия счастливым не сделала. Никогда. Никогда, ни при каких условиях магия людям не помогает. Хотите магии? Возьмите псалтырь. Ведь псалмы — это наше все. Это и наш молитвенный щит, и наше молитвенное оружие. Я уже много раз об этом говорила и не перестану повторять. Создатель дал нам все для того, чтобы мы могли, как говорится, восстановиться, вылечиться, спастись и также наказать своих врагов. Все это в псалмах Давида. Берете, покупаете, стоит это недорого, да, начинаете изучать, начинаете читать. Там псалмы на все случаи жизни. На все. Берите и делайте. Вот это самая лучшая магия. Она честная, она действительно результативная. Но опять же, с умом. Да? Нельзя просто так взять и на кого-то что-то начитать. То есть, если человек перед вами виноват,
и человек поступил неправильно, преступно, и вы это понимаете, тогда да, вы можете этим воспользоваться. Если там какие-то несправедливые действия, гонения в ваш адрес, может быть, даже преступные действия, тогда да. Если 50 на 50, лучше, конечно, не рисковать и не делать, потому что и вам достанется, и тому человеку. Бог, Он справедлив. Он судит именно справедливо. Вот здесь я четко вижу, что кто-то будет обращаться за магией, либо решится, да, на то, что вот все испробовала, пойду-ка я какой-нибудь там к колдунье, либо к магу. Вот. Высшие силы этого не позволят. Не позволят вам, во-первых, обмануться, потому что люди, которые себя называют магами и колдуньями, уже изначально не маги и не колдуньи, а просто вот такие, знаете, да, на лохах заработать. И второй момент, не дадут вам впасть в этот грех, грех магии. Здесь могут быть всякие непредвиденные штуки. Вы все разные, тут сидеть и перечислять я вам, конечно, не буду, но готовьтесь к тому, что даже будут моменты, когда вас будут не пускать через какие-то не очень приятные моменты. Ну, допустим, вы собрались идти на прием там, к супер-бупер магу высшей категории, там пробу негде ставить, и, например, поранились, либо подвернули ногу, либо застряли в лифте, да, вас будут туда не пускать. Причем не пускать таким образом, чтобы вы это прочувствовали. Да? Вот вы хотите туда пойти, раз у вас там, не знаю, каблук сломался, либо, опять же, да, ногу подвернули, либо там ударились больно, либо пролили на свой красивый наряд там, кофе, например, да, будут останавливать именно таким образом, чтобы вам прям показать, что это нельзя делать, нельзя туда идти, нельзя. Вот. Так что умейте читать знаки. А по поводу магии, псалтырь, вот она наше все. Для людей, которые не исповедуют христианство, у вас есть суры. Это то же самое, что и наш псалтырь, да, то же самое, что наши молитвы. Идите к своему хаджи и обратитесь со своей проблемой. Ваш хаджа подберет для вас суру, которая поможет вам решить вашу проблему. Но не магией, ни белой, ни черной, ни в крапинку, ни серо-бурой. Во-первых, оно не работает. Во-вторых, это и грех, и полное разочарование. Еще и неизвестно, что с вас там стянут. Да? И не только в эфирном моменте, но еще и в денежном моменте. Вот, имейте это в виду. Так, что еще от вас отведут? Глупость от вас отведут. Глупость. Это, конечно, обидно звучит, но давайте будем честными. Все мы иногда можем совершать глупые ошибки, которые осознаем только лишь через время. А эти глупые ошибки зачастую нам очень дорого стоят, да, либо очень дорого нам обходятся. Вот вижу, что глупость от вас тоже отведут. Прям не просто отведут, а как запретят, да? Не глупи, не делай этого. Это будет. У кого-то это будет моментальное прозрение, а на кого-то может человек, вот знаете, как высказаться: да что ты делаешь, да ты глупый, что ли, глупая, да, вот прям как поругать вас. А вы вроде как обидитесь, потом подумаете, скажете: может и правда, да, что это я глуплю тут, глупостями занимаюсь. Вот таким моментом отыграется. Так, и еще. Не для всех, но для кого-то конкретного идет. Связано со здоровьем. Что отведут? Какой-то страшный диагноз отведут. Либо отведут от вас болячку. Допустим, вы вступите в ремиссию. Такую долгую, стабильную ремиссию. Вот. Но здесь мне больше идут люди, которые действительно хотят жить, хотят быть здоровыми, и люди, у которых есть и цель, и идея. Вот это тоже как подсказочка. Хотите выздороветь, боритесь за себя, ставьте себе цели, придумывайте себе идеи, и вот стремитесь к ним. Здесь точно будет исцеление, либо очень долгая, такая конкретная, стабильная ремиссия. Так, теперь давайте вернемся к тому, что вам будет дано, что вам будут давать высшие силы. То, что отведут, мы уже разобрались. Теперь что будут давать? Во-первых, вот здесь костерчик у вас вышел. Небольшой, но он вышел. Это тепло, это энергия, это возможности. Да? Возможности не как
тусклым таким вот, как угольком быть, а именно гореть эмоциями, страстями, идеями. Да, вот любовь к жизни, жить на полную. Вот костер они прям распалили знатный у вас. Конечно, может быть и больше, но тем не менее этого вполне достаточно, чтобы жить прекрасно. Дальше. Здесь дороги, причем дороги очень широкие, очень светлые. Две дороги. Либо это будет выбор между и между, либо это будет, возможно, как одна заканчивается, вторая начинается. Две широкие дороги. Эти дороги, они дороги будущего, дороги возможностей, дороги реализации. Вы все разные, понятно, что у каждого по-своему отыграется. Смотрите, здесь у меня образ женщины с огромным букетом за спиной. Но кто со мной давно, тот знает, что по букетам всегда у нас отыгрываются очень счастливые, очень радостные, невероятные события. Это может быть связано со знакомством. Это может быть связано с действительно получением каких-то очень хороших, шикарных подарков, которых вы раньше никогда и в глаза не видели. Также по букету очень часто отыгрываются и свадьбы. Да? Женщина выйдет замуж. Букет просто огромный. Вот если взять соотношение букета и вашей фигурки, здесь явно 70% от вашей фигурки. Серьезное какое-то событие, доброе, позитивное. И оно уже у вас за спиной. То есть этот букет вы заслужили, и вам он будет подарен. Так, еще чуть выше нам показывают возможность себя реализовать. Реализовать либо в своем даре, да, в своих способностях, в своих талантах, либо реализовать себя, как специалист, профессионал. Кто-то бизнес откроет, кто-то докторскую степень получит, кто-то карьеру шальную сделает. И карьерный лифт, а именно как ракета, да, полетите. Но здесь что-то прекрасное. Возможность эта будет вам дана по вашим заслугам. Вот сколько вы в себя вложили, столько на выходе вы и получите. То есть хотите, добиваетесь. Не хотите, понятно, что никто не будет вас там заставлять. Да, заставлять, иди работай, да, иди карьеру делай. Такого не будет. Вот. И еще вижу, что кому-то будет дан покой и отдых. Возможно, действительно, жизнь неспокойная была, много стрессов было. Может быть, пришлось очень много и тяжело работать. На себе всех и вся тащить. Вы все разные, да, вы все разные. Здесь покой и отдых показан. Знаете, жить в свое удовольствие, жить в такой атмосфере, где нет стресса, где нет каких-то волнений, где вы максимально комфортно себя ощущаете, и ваша психика, она полностью стабильна. Здесь, кстати, еще у кого-то отыграется как время, допустим, пенсии, да, либо действительно выйти на заслуженный отдых. Допустим, дети выросли, и дети за вами ухаживают. То есть они вам помогают, вас обеспечивают, привозят продукты, покупают лекарства, не волнуют вас, да, не заставляют вас переживать из-за них, либо из-за каких-то событий. И вы живете в мире с собой, в мире со всем человечеством и прекрасно себя ощущаете. Вот здесь именно отдых, релакс и отдых вышел. Так, здесь женщине будет дан мужчина, а мужчине будет дана женщина. Их объединяет кольцо. Найдете свою половиночку, найдете свою пару, найдете своего суженого, либо свою суженую найдете. И так отыграется. Здесь и для мужчин, и для женщин одинаковое предсказание. Смотрите, здесь ведет именно судьба при помощи духа вашего рода. Здесь как ваш род выбирает вам идеального человека. Соответственно, вашему партнеру тоже его род выбрал идеального человека. Здесь идут очень спокойные, размеренные, взрослые взаимоотношения между людьми. У кого-то отыграется, что да, прям и страсть будет, и эмоции. А у кого-то отыграется, что люди просто встретятся, почувствуют друг друга, сойдутся и спокойненько начнут жить, поживать, и, как говорится, ни беды, ни горя не знать. И так может отыграться. И еще для какой-то девушки, женщины,
Но жизнь очень скромная у нее была, да, она как будто бы в жизни ничего ни хорошего, ни красивого не видела, либо не могла себе позволить ни красоты, ни каких-то, может быть, даже каких-то изысков, да. Очень скромная жизнь, тяжелая и скромная жизнь. Здесь возможность не только найти свою половинку, но и мир повидать. Возможно, ваша будущая половинка любит путешествовать, имеет на это средства, и вы сможете увидеть всю красоту мира, либо себя преобразить, либо позволить себе все то, что было вам когда-то абсолютно недоступно. Да, вот прям как маленький ребенок будете изучать мир, будете покорять мир и будете от мира брать лучшее. Такой момент. Кстати, для кого-то из мужчин прям лошадка в голову скачет. Лошадка, кстати, необычная, у нее крылья за спиной. Она маленькая, это мечта. Да? Например, вы мужчина, вы всегда мечтали чем-то заниматься, либо где-то побывать. Может быть, переехать в другую страну, бизнес открыть. А может быть, вы всю жизнь шли к тому, там учились, занимались, развивались для того, чтобы каким-то бизнесом заняться. Но лошадка у вас в голове с крыльями. То есть высшие силы дадут вам возможность осуществить именно вашу мечту, которая связана с бизнесом, с работой. 100% будет. Так, ну и в корне рисунка у вас человек, который с легкими ногами, видите, скидывает тяжелые ботинки. Вот видите, ботинок такой темный, плотный. И ножки у вас, видите, светленькие стали, 2 ножки. Прям легко, облегчение ногам идет. То есть открываются дороги, вам жить легче станет, идти по дорогам жизни вам станет гораздо легче. Опять же, и возможности, и дороги, и шансы, и возможность управлять, да, управлять процессами в своей жизни с легкостью, да, жить легче. И в венце у вас дерево родовое. Дерево, на котором появляются новые веточки, появляются более мощные корни. И еще на этом дереве, смотрите, птичка сидит, птичка. Благая весть для вашего рода, для вашего будущего, для ваших потомков. И у кого-то еще отыграется как защита, дополнительная защита от высших сил. Ну а вот эти веточки — это семьи, ваша семья, ваша пара, а у ваших деток будет хорошая пара. Да? То есть род, он укрепляется, однозначно укрепляется. Кстати, кто-то из вас вот за свои страдания, муки, страдания, еще и какую-то очень серьезную награду получит. Награда, которая не только вам будет отпущена, но и вашим потомкам. Это очень сильно, очень замечательно. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем пока-пока.